Михаил Афанасьевич Булгаков – один из наиболее известных и выдающихся русских писателей. К самым значимым его произведениям можно отнести такие, как «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», принесшие автору всемирную известность, а такие шедевры, как «Собачье сердце» и «Иван Васильевич» были успешно экранизированы. Далее вашему вниманию будет приведена информация касательно того, какое влияние оказали представители ингушского народа на формирование литературного таланта Михаила Булгакова. Рассматривая в биографии гениального писателя Михаила Булгакова годы его юности и молодости, мы не найдем там сведений о становлении его как писателя. Михаил Афанасьевич до 30 лет не имел каких-либо литературных пристрастий. Жил и учился он в Киеве, окончил медицинский факультет Киевского университета, работал врачом. После начала Первой мировой войны Булгаков несколько месяцев лечил солдат в прифронтовой зоне. Будучи в составе российской армии, он работал военным врачом во время Брусиловского прорыва, пребывая в Каменце-Подольском, а затем в Черновцах. Также работал врачом в Вязьме. Во время гражданской войны записался добровольцем в офицерские дружины для защиты Киева от войск директории. В феврале 1919 года Булгаков был мобилизован как военный врач в армию Украинской Народной Республики. После взятия Киева добровольческой армией, в августе 1919 года ушел в вооруженные силы Юга России и в качестве военного врача отправился на Северный Кавказ, где вовсю полыхала гражданская война. Именно на Кавказе, в частности в среде ингушского народа, и зарождается творческий путь Михаила Булгакова, литературная деятельность которого совпала с первыми национальными постановками организации ингушской театральной труппы во Владикавказе. Для этого ему по определенным причинам пришлось расстаться с профессией врача, ведь он нашел свое призвание в сочинении рассказов и написании театральных пьес, с чего и начинается его творческая деятельность. Знаменательно то, что волею судьбы с драматическим искусством ингушей в 1919-1922 годах связано имя одного из крупнейших писателей современности Михаила Булгакова. Когда в городе появился военврач Булгаков, представившийся не медицинским работником, а путешественником-исследователем, из всех творческих людей первым человеком, посоветовавшим Булгакову писать пьесы и заняться писательским делом, была Тамара Туонтовна Мальсагова, жена составителя ингушского алфавита на латинице Заурбека Мальсагова. Тамара Туонтовна обладала математическим складом ума и владела уникальными способностями в сфере познания грамотности письма. Ей принадлежала инициатива привлечь Булгакова к театральной труппе как драматурга. И вот, под авторством Михаила Афанасьевича в свет выходит театральная постановка «Сыновья Муллы», написанная им специально для ингушских самодеятельных актеров и которая вскоре обрела ошеломительный успех. Абдул-Гамид Гойгов, в 1920-1921 годах, молодой партийный и хозяйственный работник, впоследствии ингушский прозаик и драматург, был консультантом и соавтором Михаила Булгакова при написании «Сыновей Муллы» и других пьес. И ингушская труппа показала национальный спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Сыновья Муллы» во Владикавказском театре. Премьера состоялась 15 мая 1921 года, и особенно пришлась по сердцу горцам. На афишах было написано: «Смотрите пьесу в 3 актах, которая повествует о жизни ингушей». Эта пьеса прошла с большим успехом. Позднее пьеса «Сыновья Муллы» была позаимствована представителями осетинского театра, переведена на осетинский язык, с заменой мусульманских имен на осетинские, и ставилась осетинскими самодеятельными театральными коллективами. Великий русский писатель Михаил Булгаков, которого в 1919 году судьба забросила на Северный Кавказ, долгое время находился и жил в городах Грозный и Владикавказ, и вспоминая данный период своей жизни, он часто говорил об особенностях жизни и быта владикавказской ингушской интеллигенции, которой автор впоследствии посвятил много литературных произведений. Но, к большому сожалению, большинство из них не сохранились и не дошли до наших дней. Во Владикавказе Булгаковым были написаны его первые пьесы «Самооборона», «Дни Турбиных», «Парижская коммуна» и другие.
Надо сказать, что во многих архивных источниках указывается, что будущий всемирно известный писатель, тяготы послереволюционного тяжелого времени скрашивал в кругу у ингушской интеллигенции, в семьях Абдул-Гамида Гуойгова и Заурбека Мальсагова, тогдашнего народного комиссара просвещения, основателя и разработчика ингушского алфавита. На этой фотографии изображен ингушский театральный коллектив, участвовавший на первой Северокавказской Олимпиаде искусств горских народов в Ростове-на-Дону в 1931 году. Тогда ингушская театральная студия заняла первое место, представив постановку под названием «Перелом», сочиненную ингушскими драматургами Орце Хо и Дошлу Камальсаговыми. Булгаков на этой фотографии стоит крайне справа, на верхнем ряду. Рядом с ним стоит его друг, один из основоположников профессиональной живописи в Ингушетии, талантливый художник, Гази Магомед Даурбеков. Он помогал Булгакову в подборе декораций для театральных сцен. Одним из произведений Михаила Булгакова, в которой он упомянул ингушей, является книга «Записки на манжетах», написанная в 1923 году. В этой автобиографической повести автор описывает свое пребывание на Кавказе. Озвучим следующие строки из этой книги. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос. Сегодня, ночью, ингуши будут грабить город. Слезкин дернулся в кресле и поправил. Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра, с утра. Нервно отозвались флаконы за стеной. Боже мой, осетины, тогда это ужасно. Какая разница? Как какая? Впрочем, вы не знаете наших нравов. Ингуши, когда грабят, то они грабят, а осетины грабят и убивают. Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к следующему выводу. Представители ингушской интеллигенции вдохновили русского военного врача, прибывшего на Кавказ, начать заниматься культурно-просветительской деятельностью, привили ему любовь к написанию пьес и к литературе в целом, а также оказали значимое влияние на осуществление его до сей поры не раскрытого литературного таланта, который был обнаружен у писателя в результате удачного стечения обстоятельств. Кто знает, возможно, мир и не узнал бы такого непревзойденного писателя, как Михаил Булгаков, если бы судьба не свела его с ингушами, благодаря которым он выявил свой творческий потенциал.